Экспедиция «Молодежь в промышленности Якутии» завершает работу в Алданском районе. Ребята познакомились с деятельностью золотодобывающих компаний, а также побывали на участках строительства газопровода. Тему продолжат наши корреспонденты. Припарковавшийся неудачно автобус застрял в сугробе. Впрочем, 2 десятка пассажиров с ситуацией справились быстро. На счет раз поднажали, на счет 2 налегли. Школьникам, участникам экспедиции «Молодежь Якутии в промышленности» силы не занимать. Простаивать нельзя. Объектов, на которых нужно побывать, много. А казус случился в самом начале маршрута. На участке Трассовом, где ведет разработку акционерная компания «Селекдар». Любому человеку, который хоть как-то знаком с предприятием или даже не знаком, будет интересно и есть что посмотреть. У нас, я как повторюсь, у нас полный производственный цикл. Какими способами ведутся разработки, сколько дней или недель занимает процесс от погрузки руды до выплавки золота, для чего нужна дробильная установка, сколько людей трудится на участках и есть ли среди них женщины, школьников интересовало все. Я жду море эмоций, чтобы в будущем в моей профессии распределиться. В экспедицию по промышленным предприятиям Якутии молодежь отправляется ежегодно. Как правило, десант приходится на весенние каникулы. В этом году в группу вошли школьники из 15 районов. Они планируют связать будущее со сферой промышленности или добычи. Профессиональное ориентирование является главной целью экспедиции. Да, вот я сам являюсь участником проекта «Молодежь Якутии в промышленность» 2011 года. И также ездил в составе экспедиции как участник и слушал внимательно, как рассказывают промышленники про свою трудовую деятельность. И выбрал путь промышленника. В Алданском районе экспедиция проведет 2 дня. Школьники ознакомятся с деятельностью крупных золотодобывающих предприятий и побывают на объектах компании «Трансгаз Томск». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.